А мы продолжаем рассказывать об универсиаде устами людей разных профессий. Героем следующего репортажа станет боец невидимого фронта «Волонтер». Сейчас в Казани живут и работают больше 20 тысяч добровольцев. Вот уже 6 дней они помогают и создают настроение универсиады. Шаг за шагом за рабочим днем Андрея Тишкина из Пензы проследил Айнур Зинатуллин. Мы сейчас находимся в дворец водного вида спорта. Как раз здесь работает наш герой, волонтер Андрей Тишкин. Кстати, с минуты на минуту он сейчас и должен подойти. Он работает в информационном центре. О, кстати, вот и он. Ну, куда пойдем? Пойдем прямо в штаб к нам, волонтеров. Куда мы сейчас направляемся? Мы сейчас идем делать отметку о том, что я, собственно, прибыл на работу. Это вот волонтерские часы. Давай. Волонтер тот же спортсмен. То марафонские забеги, то бег на короткие дистанции. Ведь от одного до другого объекта порой нужно добежать за 15 минут. Но до старта обязательная 5-минутка. Этот небольшой ритуал называется поднятие настроения. Раз, два, три! Ритм задом, пора работать. Наш волонтер – боец невидимого фронта. Он трудится в информационном центре, вывешивает дейлисты, расписание заплывов и результаты за день. Все уже как родные стали, говорит Андрей. Даже особенности татарской речи местами начал перенимать. Практически все уже говорят «Пенза». Откуда ты? Второе – это практически все влюбились в Эчпачмаки. Сегодня в первую смену в час дня он уже будет свободен, а зачастую и по 2, и по 3 приходится отрабатывать. Работа, в принципе, не пыльная, но если делаешь это на протяжении 9 часов подряд, то устаешь очень сильно. К тому же большой поток спортсменов. А пока Андрей работает, мы, пожалуй, займемся самым интересным и приятным обедом волонтера. Приготовим ему покушать, пока он работает. Самое интересное, собственно, сердце этого обеда – это техническая вода. Она нам еще понадобится. Далее мешок. Этот порошок, внутри, кстати, этого пакетика порошок, это химически определенная консистенция, которая в результате и будет накрывать наш обед. Залили воду, закрываем пакет, 15 минут, и обед будет готов. Температура пакета больше 50 градусов, очень горячо, а поэтому, чтобы не обжечься, чем осторожнее, тем лучше. О, вот и Андрей. Ну что, как работа? Все отлично. Я, кстати, позаботился, приготовил, вот на, попробуй мою стряпню. Ну, попробуешь сам? Ну, давай, кстати, попробуй. Ну, давай ты первую. Попробую. Ну, мама, конечно, вкуснее готовит. После обеда Андрей снова на работу. И так будет еще 6 дней. 6 из 11 лучших дней в его жизни. Как в конце признался Андрей, универсиада в Казани навечно останется не только в памяти, но и в сердце. Айнур Зинатуллин, Андрей Ключников, столица.